Надир, вот если бы у тебя была возможность вот сегодня, прямо сейчас придумать девиз для движения «Салят», какой бы ты девиз придумал? Развиваться, не стоять на месте, идти только вперед. Какой бы Айгуль назвал? Я бы на самом деле не сама его придумала, у нас тоже есть заготовленная миссия движения, я ее просто озвучу. Салят мухиты ул тиль, рух, акыл бирлиги. Что это значит? Тиль, язык, рух, но это вся наша духовность, то, что есть, и тарих, то есть история, корни, все это вместе, это и есть салят, если говорить вкратце. Исян Месескермат Эдуслар, здравствуйте! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня в нашей студии активисты молодежного движения «Салят». Айгуль Габдрахманова, аплодисменты, и Надир Курамшин. Здравствуйте, Исян Месес. Приветствую, Надир. Айгуль, не с пустыми руками, Руслан, чтобы быть в теме, такая вот наша фирменная толстовочка «Салят». Тут То есть написано. SLT это «Салят». Да, это И «Салят». 94-й год что значит? Да, это год основания нашей замечательной организации. Слушай, сообщества. и самое главное, ведь XL-очка, мой размер. Большое спасибо, Бигзур Ахмед, за ваши подарки. И тепло, и вкусно будет мне сегодня. «Салят» — это молодежная организация Республики Татарстан, объединяющая одаренных детей и подростков. Проект «Салят» по поиску талантливых детей начал свою работу еще в 1994 году. Наиболее крупными площадками для развития молодежи традиционно являются Международный молодежный образовательный форум «Салят» и межрегиональный палаточный лагерь «Болгар-Тугантель». Кроме того, на базе дома «Салят», а также школьных клубов «Салят» Республики Татарстан, Башкортостан и Самарской области реализуются различные круглогодичные проекты, связанные с поиском, поддержкой и развитием одаренных детей и талантливой молодежи. Айгуль, Надир, еще раз большое спасибо вам за ваши подарки, Бигзур Ахмед. Но главный подарок для меня это оригинальный, вкусный, я надеюсь, рецепт. Прошу. Сегодня мы готовим беренге такасы. Это, несмотря на название, не только с картошкой, но и с мясом. Это традиционное татарское блюдо, на самом деле. Как во всех традиционных татарских блюдах, ингредиенты одни, но вкусовые отличия, естественно, другие. Это мясо, это картошка как начинка. Здесь есть у нас приправа отдельная, это анис, придающий особый вкус, естественно, лук, придающий сочность. Ну и тесто, стандартное пресное тесто, но у каждой хозяйки стандартное пресное тесто, оно, естественно, свое. Сейчас По своему рецепту. Да, мы сейчас вам все расскажем и покажем, и я думаю, нужно уже приступать. Так, что нам делать, Айгуль? Я думаю, Руслан, вам нужно подготовить лук. Спасибо, мое любимое занятие. Только Давай. без слез. Только без слез, Да. договорились. Как Хорошо. обычно. Слез. Так, мелко-мелко режем, да? Очень-очень мелко, вот, так будет вкуснее. А Надир, я думаю, нужно порезать картошки кубиками. Окей. Так. Ты у нас Вот так вот, работаешь Надир, видишь? преподавателем Занялась. математики 6×6. Да, Медленно. я отлично справлюсь с этим, спасибо. Да, тоже очень мелко. Ну, а я, наверное, начну делать тесто. Самое Хорошо. главное. И Так, вот, кстати, всё посуда. Ну, остальное. приступаем. Итак, готовим беренги такасы. Идбелен. Идбеля. Идбелен. Так, приступаем. Для начала теста, естественно, яйца. Для нашего теста у нас не так много, хватит 2, поэтому разбиваем. Ой, желтые такие классные, значит, и Деревенский. деревенские. Часто ли бываешь на кухне? Очень часто, на самом деле, каждый день. И я привыкла еду носить с собой на работу. И То есть тех, кто ты из на тех работе. людей, которые баночка матургана, и ты принесла баночку дома на работе, Да, разогрела. я из тех. То есть времени пойти в кафе и так далее не всегда А бывает, что ты остается. случайно берешь большую баночку, угощаешь, например, Надира, коллег, и говорит, ну Абсолютно. как ты вкусно готовишь, Айгуль? Ну, почти каждый день. Айгуль Габдрахманова, директор молодежного центра «Салят». Окончила Институт нефти и нефтехимии Казанского национального исследовательского технологического университета. Работу в движении «Салят» начала с 2008 года, пройдя все ступени от вожатого профильных смен до руководителя и координатора проекта. Также Айгуль является членом Общественной молодежной палаты при Государственном совете Республики Татарстан и судьей городских и республиканских турниров по дебатам. Надир, ну раз мы про кухню заговорили, Ага. вот как мужчина ты должен сказать, ведь мужчины любят готовить. Обрадуй меня, пожалуйста. Да, я люблю готовить, на самом деле. Я учился за границей, и там тоже приходилось самому готовить. В основном это было, конечно, мясо в разном его виде. Надир Курамшин, руководитель проекта «Салят Олимп». Окончил КНИТУ КАИ, Казанский федеральный университет и Гиссенский университет Юстуса Либиха в Германии.
На сегодняшний день преподает математику в IT-лицее Казанского федерального университета. В движении «Салят» с 2006 года. Надир – обладатель премии президента Российской Федерации и правительственный стипендиант России. Такие Ну, дела. какие твои коронные блюда все-таки? Это шашлык? Да, шашлык из баранины. Именно из баранины с гранатовым соком. То есть его я очень люблю готовить, и его любят есть мои друзья. У тебя коронное блюдо, Айгуль, какое? Ну, коронное блюдо одно из. Это сегодня беренге такасы. Также я очень люблю готовить, например, балеш. Но это по праздникам чаще всего. Вот. А так ежедневно пробую что-то новое, что-то интересное. Чаще всего, на самом деле, татарская кухня. Там вторые блюда, там азу по-татарски, еще что-то. Ну и бывает, пробуешь разные кухни мира. Но Вот. говорят, они оба красивы, конечно, да? Но сегодня в конце программы мы это проверим. Насколько они вкусно готовят. Ну, я думаю, вопрос не останется. Ну, рецепт хороший, я говорю, рецепт хороший. Вот, добавили сметану, добавили Так, яйца. Сметану, яйца, ага. Да, после этого немного подсолнечное масло, буквально Капельку. 2-3 чайные ложечки Давай. на глаз. Да, Давай, работаем на добавляем. глаз. Ты смотри. Да, достаточно. Достаточно. Вот, размешиваем дальше. На самом деле можно еще добавлять кефир, но я считаю, что без кефира получается самое то. Вот, после этого щепотку соли. Щепотку соли. Да, Кстати, для любого посматривай, теста. правильно ли режет картошку, Надир. Да, супер. Вот Как то, тебе что это? нужно прям. Ну и добавляем основную составляющую Муку. всего, естественно, муку. Ребята, расскажите мне, пожалуйста, и нашим зрителям, особенно тем, кто ни разу не слышали о таком уже известном молодежном движении «Салят» нашей республики. Когда оно образовалось и основные принципы работы. Ну, салят начался в 94 году. Если взять с татарского языка, то салят переводится как талант. То есть это сообщество, которое объединяет талантливых детей, школьников и молодежь. Мы начинали с одного лагеря, где было 65 детей в Арске, и все победители олимпиад, конкурсов и конференций, и поняли, что это очень классная практика, когда идет такая синергия одаренных детей вместе, и их знаний, концентрация, где есть учителя, дети, вожатые. И все это завертелось так, что сегодня это большое сообщество, это порядка 15 тысяч детей каждый год, участвующих в нашем проекте. Летом это 25 лагерей, это международный образовательный форум «Салят», фестивали, ну и в течение года более 50 проектов. Если говорить в двух словах, то, наверное, это так. Получается, основные участники движения «Салят» — это школьники, да? Да, основная фокус-группа – это школьники, учащиеся с 5 по 11 класс. Ну, больше, конечно, с 7-11 класс, но вот с недавних пор мы начали и пятиклассников тоже приглашать. Вот. Но у нас есть самые маленькие участники сообщества, тем, кому сегодня 2, 3, 4, 5 лет. Это дети тех детей, которые приезжали к нам в «Салят» 20 лет назад. И уже у нас более 100 семей своих организовались. Преемственность поколений у вас. Да, и уже новые семьи приводят за ручку своих детей. И у нас есть особый проект «Бәләкәй» для них. Надир, что в твоем понимании «Салят»? «Салят» для меня это пространство, где собираются ребята, школьники, победители олимпиад, различных конкурсов и общаются. Самое главное, общаются. С кем-то познакомиться. Вот, например, мы с Айгуль познакомились в 2006 году, получается, да? Уже 11 лет. Это наш первый год в «Саляте» был. И я, и Айгуль, мы были детьми. Для меня это «Салят» и дружба, которая на много-много лет. Мы не вдвоем, на самом деле, с Айгуль только были там. Ну, не на двоих был лагерь, да, там были Да, еще ребята, В да. лагере были еще ребята. Вот, и со многими мы до сих пор общаемся или где-то пересекаемся в любом случае. Надир, получается, вы познакомились в лагере «Салят». Да. Да. Но самое главное, что вы остались в этом движении, сейчас уже работаете там. Ну, да, на самом деле я, например, была когда-то ребенком, вожатой, Даже я когда-то был ребенком, Айгуль, не поверишь. старшей вожатой, Тяжело поверить. директором профильных смен, а сегодня я работаю директором молодежного центра «Салят». Да, мы тоже прошел эту ступень. Салькеш, да, у нас называется дети, которые в «Саляте». Вожатый Айдаман, замдиректор, директор смены, сейчас руководитель проекта «Салят Олимп», который направлен на подготовку олимпиадников. Как у нас с тестом дела, Айгуль? Тесто уже подходит к своему логическому завершению, уже замешиваем рукой. Ну, на самом деле, надо тесто довести до такого состояния, когда оно почти готово, и мы его отправим отдыхать минут на 20, пока будем готовить начинку. Лук у меня готов. У меня тоже все готово. Отлично, тесто готово, его нужно сейчас Давайте отправить. пробовать, хочется сказать. Да, хочется попробовать, но чуть попозже. Сейчас Так, тесто должно отправляем, постоять немножко, Да, да? его отдохнуть, так давай мы его называется. накроем немножко. так. Накрываем И убираем в сторонку. и убираем в стороночку. А сейчас, наверное, основное будем перемешивать ингредиенты начинки. Так, соль нужно будет, да, и перчик. Немного соли, немного перчика и мясо.
Мы уже используем готовый фарш из говядины. Готовый фарш из говядины, картошка. Так, секундочку, вот тебе ложечка. Вот. После этого лучок. Так, давай. Да, кстати, мы говорили про лагеря. Их 25 в этом году мы приготовили для наших детей с Алькишлярге. Первый раз у нас пройдет лагерь в Самаре, в Самарской области, немного перчика. И также традиционно у нас проходят лагеря в Республике Башкортостан, Туймазинском районе, Салят-Кондракуль. Плюс в этом году у нас будет международный лагерь, лагерь Салят-Монреаль. Да, соли по вкусу и... Подожди, вот Салят Монреаль, это сразу уже такая Да-да-да. вывеска, да? И добавляем что мы Добавляем анис. Анис сейчас? это есть секрет такая... вот этого блюда, да? Это самый секрет, это самый сок. Такая пряная трава, которая добавляет особый вкус именно этому блюду. Вот. Надир, ты согласен? Ну, Я попробуем. запомнил. Я запомнил, да. Как минимум. Хорошо, Надир, вот скажи ты нам про эту вывеску такую серьезную, международную, Салят Монреаль. То есть это что-то связано с Канадой или это просто название? Ну да, как бы из названия можно понять, что это проект связан с Канадой. Пройдет он в Монреале совместно с нашими соотечественниками, которые проживают на территории Канады. То есть 20 человек, молодых людей, студентов и школьников из Татарстана поедут отсюда туда. Там уже нас будут встречать дети, да, канадские татары, да, и совместно с ними будет еще одна смена Салят, да, такой же лагерь с такими же традициями, в такой же дружеской теплой атмосфере, где соберутся ребята. То есть Ребята, все это дети. будет впервые, да, Игорь? Все это То есть будет такой вот впервые. выезд большой. Да, у нас были международные проекты, мы выезжали в Австралию, у нас был свой лагерь в Чехии, Праге, в Праге, да, уже было это 4 раза. А это именно как лагерь для соотечественников, это пройдет впервые, поэтому это такое большое событие, к которому мы очень основательно готовимся. Начинка для нашего блюда готова. Мы ее пока отложим. И возвращаемся к нашему тесту, которое уже отстоялось. Прошу. Для этого нам нужна будет доска большая, Под названием кунат актасы. кунат аптаса абсолютно. Так, пожалуйста. Ну и уклав, чем мы будем раскатывать. Так, Да. прошу. Мы чуть-чуть муку сюда ставим, накладываем, потому что мы будем еще немного доминать тесто. Ну и если пригодится. Надир, ты хоть раз, кстати, раскатывал тесто, честно скажи? Ну, в детстве было же такое, пельмешки лепишь, там тебе дают немножко поиграть. Вот такое было. Мы такое было. делаем порционно. На самом деле размер может быть у каждого свой. Буквально вот так вот немного на глаз берем. Кто-то большие делает. Все не важно. Главное, какое большое сердце вкладывается в блюдо. Кстати, ребят, вы уже рассказали про поездку в Монреаль. Да. Но ведь, чтобы ехать в Канаду, нужно ведь знание английского языка. Получается, как и у детей, так и у преподавателей. Да. Как обстоят дела с этим? We can speak in English if you want. Really? It's not problem. Yes, It's not problem. It's very good English. У нас есть такое выражение «салят үштілі мухит». То есть салят — это трехязычное пространство, где мы можем говорить на русском языке. Шулук уақытта біз жеңіл генә татарчаға көшіп кетебіз, и and we can speak in English, of course. Ну и хотелось бы, наверное, отметить, что в завершении про лагерь Салят Монреаль, что он у нас проходит при поддержке нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова. При личном его участии в Канаде появилась такая вот идея проведения лагеря Салят Монреаль. За что мы ему говорим? Бигзур, Рахмет. рахмет или thank you. Молодцы. Так, в общем-то, что у нас здесь получается? должно получиться в форме круга. Мы тут с вами немного заговорились. Почти круг. Почти круг. Да. То есть можно уже сейчас накладывать начинку? Да, можно накладывать начинку. Ну а можно попробовать самим сделать такую же лепешку? Я могу вам на самом деле дать тесто. Да, давай нам кусочек теста сейчас. Да. Надир попробует сам это сделать. Надо помять его немного. Как Сюда говорится, молодым везде дорога. Надир. важно муку добавить чуть-чуть. Ты все чтобы видел, попробуй это помять. повторить. Какие еще планы у движения Салят в 2017 году? Расскажите, ребята. В 2017 году есть традиционные наши проекты, но и в течение года есть клубная активность, есть большие крупные проекты. В этом году, например, Международный образовательный форум Салят при и поддержке, при мнении Рустама Нургалиевича, мы в этом году делаем 2 таких форума, точнее 1 форум, но 2 смены.
Вот, по целой неделе, по 5000 человек будет участников со всего Где мира. это будет проходить? Это 5000 будет, человек? это будет проходить в Белярске, где у нас есть, кстати, новый научно-образовательный центр «Фансар», в котором в течение года реализуются проекты, например, «Салят Олимп», руководитель которого вот как раз Надир. Есть конференции, есть такие мероприятия, как «Самрух», итоговые премии года. В общем, проектов много. А тем временем Надир наконец-то сделал свой шедевр. Да, вот такой вот круглый он получился. Супер, отлично. Слушай, но ведь видна рука мастера. Да. Ну, педагог он хороший. Сейчас мы уже приступаем к процессу лепки. Процесс такой, не переживайте, у кого с первого раза не получается, ничего страшного. Берем любую удобную посудку, берем в руки кружочек теста, накладываем нашу начинку, ну, так, чтобы было плотно, потому что в процессе мы будем делить на два, и чтобы с двух сторон и мясо, и картошки хватилось. Впервые. Вот, и вот так вот залепливаем с двух сторон. Беренги такая, потому что похоже на рог, в форме рога получается. И вот так вот залепливаем. Здесь тоже главное не бояться. Формы получаются разные. Здесь главное, как ты это готовишь, как ты в это вкладываешься. Вот, залепливаем, чтобы не было никаких дырочек, вот, чтобы не было никаких Так, кстати, я неточностей. между тем подготовлю вам противень, Да, противень. на который мы заранее уже положили лист пергаментной бумаги. Ну вот пирожок готов. Сейчас мы его выкладываем на противень, предварительно смазанный маслом. Пожалуйста. Вот, и здесь что важно, вот так вот, чтобы это все красиво было, вот так вот Еще долепливаем. делаем узорчик. Да, узорчик абсолютно любой формы. Вот, Слушай, кто на ну что это гораст. Вот так чудесный вот пирожок. немного прям такой. приминаем. Смотри, Надя. Отлично, Вот. И отлично. представляешь, это мы сделали втроем. Да. Продолжаем. Может, кто-то хочет слепить? Да Попробуйте. нет, давай первые два пусть будут от тебя. И следующие 3-4 тоже, да. И следующие 3-4, да. А дальше уже мы с Надиром доделаемся. Поедим. Да, вот здесь вот. Если, ну, можете пока посмотреть. Кстати, вот в ваших лагерях детских есть какие-то конкурсы кулинарные? На самом деле были разные моменты. Вот у нас есть идея. Один из лагерей, кстати, для детей с 5 класса называется «Ustalar Bistesi» в нашем научно-образовательном центре «Фансар». И само название говорит за себя. Мы хотим провести там как раз мастер-класс по, возможно, приготовлению совместного казана, плова или еще что-то, может быть, национальных блюд, разной кухни, где дети с детства узнают, что такое кухня, что это классно, здорово готовить вместе, тем более. Ну, это очень будет, я думаю, мощно и интересно. А тем временем второй пирожок у нас на подходе. Да. Прошу. Также его вместе располагаем. Кстати, чуть больше, чем первый. Я же говорю, форма не важна. Форма не важна, важно содержание. После небольшой паузы, дорогие друзья, вы увидите, как же легко и быстро можно приготовить беренге такасе вот такой дружной компании. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». Сегодня с нами готовят активисты молодежного движения «Салят» Габдрахманова Айгуль и Надир Курамшин. Молодцы! Спасибо, что пришли. Рахмат. Веселые ребята, позитивные, очень любят готовить. Каждый день. Вот подтверждение. Замечательный. Беренге такасе и белян. Мы уже практически приготовили, осталось отправить их в духовку. Держи. Отправляем в духовку на 45 минут, 45 минут прошло. и будет все готово. Но самое главное, молодежь очень активная и придумали второе блюдо сразу. У нас осталась начинка, мы ее выложили на стеклянный. Как у истинных стеклянную татар, тарелочку, ничего так не остается зря. Да. Поэтому это будет наше второе блюдо. Я думаю, можно также попробовать. Конечно, мы все это попробуем. Отправляем также в духовочку. Беренги такесе. Из 2 яиц, сметаны, растительного масла и муки замесили пресное тесто. Для начинки картофель нарезали кубиками, лук мелко нашинковали и смешали с говяжьим фаршем. Начинку приправили солью, перцем, анисом и как следует перемешали. Тесто разделили на небольшие кусочки и раскатали в виде лепешек. На каждую лепешку выложили начинку, края защипали и придали пирожкам форму полумесяца. Приготовленный таким образом беренги такесе выложили на смазанный маслом противень и выпекали в духовке 40 минут. Но и на этом Надир и Айгуль не остановились и придумали рецепт салата, который оригинально назвали салат салят. Именно так, именно так. Из чего готовим этот салат? Мы готовим из очень вкусных и таких Полезно. полезных Современных продуктов. молодежных продуктов. Да,
Это у нас красная фасоль, мы ее добавим в конце. Это у нас копченая куриная грудка, которую я тебе, Руслан, у нас, кстати, в Саляте обояпа говорят, вы уж не обижайтесь. О моем возрасте на программе заговорили все-таки. Предлагаю вам ее разделать. Хорошо. То есть кубиками. Хорошо, хорошо, Казам Айгуль, хорошо. И Надир жаждет помочь. Надир жаждет помочь, он будет добавлять огурцы также кубиками. А Айгуль тем временем. А я порежу зелень. А мы продолжаем сегодня разговаривать о молодежном движении «Салят». И все-таки о главных принципах-то ты так и не рассказала нам, Айгуль. Да, как и у любого объединения, у нас есть свои принципы, свои традиции. И принципы на самом деле такие общечеловеческие, общепростые, которые приняты в любом нормальном человеческом обществе. Например, один из принципов, такой ключевой, звучит следующим образом. Мы не отталкиваемся от плохого. А притягиваемся к хорошему. Вот, да. именно так. Поэтому ни в одном нашем проекте вы не услышите название проекта там, с частичкой анти, против, не и так далее. То есть мы говорим об хорошей альтернативе, то, что есть в этом мире хорошего. Это первый принцип. Есть еще один принцип, например. Второй принцип критиканство не наш стиль анализ творчества, развития. То есть вы не занимаетесь критикой кого-либо? Да, поэтому сегодня не критикуйте, пожалуйста, наше блюдо, если что-то будет не так. Да, то есть важно остановиться, проанализировать, почему так, и пойти дальше. Надир, вот если у тебя была возможность вот сегодня, прямо сейчас придумать девиз для движения «Салят», какой бы ты девиз придумал? Развиваться, не стоять на месте, идти только вперед. То бишь, опять повторяем слова нашего президента: «Алга, только алга». Да. Какой бы Айгуль назвал? Я бы на самом деле не сама его придумала, у нас тоже есть заготовленная миссия движения, я ее просто озвучу. Салят мухиты ул тиль, рух, акыл бирлиги. Что это значит? Тиль — язык, рух, но это вся наша духовность, то, что есть, и тарих, то есть история, корни, все это вместе, это и есть салят, если говорить вкратце. Так, все ингредиенты готовы. Какие Прошу. Я предлагаю все вместе уже. Сейчас перемешать. Да. Заправлять мы будем майонезом, Заправлять майонезом, да. То есть такой сытный молодежный салат. Итак, Ребята, расскажите, вот у вас какие-то хобби есть, кроме того, что вы очень любите движение «Салят»? Ну, на самом деле, у меня хобби, как бы это сейчас не звучало, готовить. У меня есть даже в Инстаграме свой хэштег «Унганкилин». Унганкилин? Да, где я выкладывала. Вот так вот сразу, да? Ну, так, это была какая-то шуточка один раз, и вот мы продолжили. Добавляем майонез, и все Надир так перемешиваем. промолчал. Надир, тебе не нравится хэштег такой «Унганкилин»? Мне кажется, сразу такую девушку хочется замуж пригласить. Да, крутой хэштег. Мне кажется, есть почему поучиться. У тебя свои хобби, расскажи, Надир. Есть, я люблю шахматы на самом деле, люблю футбол. С друзьями раз в неделю мы стабильно играем. Всегда я проверяю людей, когда они говорят какую-нибудь интересную информацию. Последний чемпион мира по шахматам, Надир. Это Карлсон, Магнус Карлсон, норвежец. Браво, Надир, молодец, ты угадал, действительно, это Карлсон, но мы все-таки надеемся с тобой, что когда-то это будет и представитель России. А тем временем салатик у нас тоже готов. В общем, самое время накрывать на стол и пробовать наши блюда. Ура! Салат «Салят». Копченую куриную грудку и огурцы нарезали небольшими кубиками. Зелень мелко нашинковали. Подготовленные ингредиенты высыпали в глубокую салатницу, добавили банку консервированной красной фасоли, приправили майонезом и хорошенько перемешали. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда, фотографируйте их и делитесь кулинарными секретами. А также не забывайте подписываться на наш канал на YouTube. Я уже подписалась. Айгуль подписалась, Надир Я почти. в процессе. Ну а сейчас тот самый вкусный финал. Еще раз большое вам спасибо за тортик. Беренге такес. Айгуль, раздавай. Самое вкусное, мое лично любимое, это Аста низ, да? да. По старой Поэтому- традиции беренге такес режется пополам вдоль. И вот смазывается маслом, сливочным, подсолнечным, кто как любит. Так, Вот. ну, так, сначала мне бигзур ахмед. Да. Спасибо. И, кстати, беренге такесе, вот мы в деревне у себя всегда запивали катыку. Ну, бисмилля рахман рахим. Пробуем. Пробуем. Что же приготовили нам сегодня Айгуль и Надир? Ну? Как будто приготовлены в деревенской печи. Очень вкусно, молодцы. Бигзур ахмед. Всегда. На самом деле у нас в татарской
кухни. Очень много похожих блюд, но именно это отличается. Вот что-то есть свое. Я сам люблю беляш, например. Но вот здесь очень интересный подход. Оригинальная подача, да. Но мне кажется все-таки, ребят, что самый главный секрет, Айгуль со мной согласится, это в том, что мы добавили туда анис. Вот он придает такой пикантный вкус. Да. Но хватит хвалить беренге текесе, тем более, когда есть еще салат под названием салят. Итак, внимание. Но с такими ингредиентами у него нет шансов быть невкусным. Во! Спасибо большое вам за то, что нас пригласили. На самом деле была такая давняя мечта побывать у вас. Дорогие зрители, а я вас жду всегда на канале ТНВ на нашей вкусной программе «Секреты татарской кухни». Салам алейкум, пока-пока. Спасибо, Надя, молодцы. Очень вкусно, очень вкусно.